Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Юкшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Для отдельных категорий граждан запланировано повышение ежемесячных доплат. Кто получит прибавку и насколько изменятся пенсионные выплаты, в материале наших корреспондентов. Как регулируются цены, осуществляется ли контроль и какая работа ведется в этом направлении, судили в парламентском комитете. В Сухуми состоялась презентация детского творческого проекта «Пегас». Увеличены выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. Решение принято накануне депутатами парламента. Какие категории пенсионеров попадают под это решение и сколько они будут получать, узнавала Гугут Саварданя. Последние 2 года Пенсионным фондом республики на увеличение выплат всем категориям граждан выделено 633 миллиона 128 тысяч рублей. Накануне во втором окончательном чтении парламент внес изменения в статью 7 закона о персональных пенсиях в Республике Абхазия. Согласно документу, пенсионеры, получающие персональные пенсии из семьи умерших персональных пенсионеров, будут получать выплаты в 13 тысяч рублей. Это решение было принято с поручением президента 27 августа изыскать, увеличить выплаты, пенсии, пособия. И мы были совещания, мы посмотрели свои силы, каким категориям можем увеличить. И был, естественно, выбор сделан. Категории, связанные с войной. Пенсионеры, имеющие звание Герой Абхазии, с ноября получат выплаты в размере 8500 рублей. Пенсионеры, награжденные орденом Леона, 8 тысяч. Награжденные за отвагу, 7500 рублей. Это всем награжденным, это 3 категории. Герой Абхазии, орден Леона и медаль за отвагу. Это у нас на 2000 мы добавили в связи с тем, что до этого, когда было в 2024 году с начала года повышение пенсии, выплат нашим инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, то награжденные тогда в эту категорию не вошли. По мере возможности фонда и инвалидам тоже как на 1000 рублей было увеличено всем категориям. Это 14 категорий наших получателей суда. Инвалиды войны 1992-1993 годов первой группы будут получать 13 тысяч рублей, второй группы 10 500 рублей, третьей 9 500. Семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии на каждого нетрудоспособного члена семьи будут выплачивать по 8 500 рублей в месяц. Размер выплат семьям умерших инвалидов, в том числе первой группы, составит 13 тысяч рублей, второй группы 10 500 рублей, инвалидам третьей группы 9 500 рублей. Семьям умерших инвалидов 8500, инвалидам-резервистам Вооруженных сил Республики Абхазия пенсия повысится на 1000 рублей. По словам председателя Дениса Гулария, пенсионный фонд пополняется за счет страховых взносов. Однако на сегодняшний день в республике более 140 тысяч трудоспособных, из которых взносы выплачивают всего 40 тысяч человек. Этого не хватает, чтобы одновременно увеличить размер пенсии всем категориям граждан, получателям абхазской пенсии. Пенсионный фонд администрирует страховые взносы от государственных учреждений, от коммерческих, от хозрасчетных организаций. Даже с налогов у нас от спецналога часть процентов пенсионный фонд поступает. Даже у тех, у кого есть патентная система налогообложения, это тоже часть поступает в пенсионный фонд. В этом отношении человек, где бы он чем ни занимался, если он добросовестно отчисляет страховые взносы в пенсионный фонд, в будущем, если из 40 тысяч еще бы 80 в общем у нас из того трудоспособного населения отчисления делали бы в пенсионный фонд, но я уверен, что наши выплаты на сегодняшний день были бы в двойном размере. Несмотря на сложности, по словам Дениса Гулария, в июле месяце были увеличены доплаты гражданам, не получающим
получающим российскую пенсию. С августа 2025 года также увеличены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Афганской войны, а также чернобыльских событий. Гугут Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами страны Бадра Гунба принял участие во встрече ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из легендарного батальона «Горец». Традиционная встреча однополчан, которая обычно проходит накануне Дня Победы, в этом году состоялась немного позже. Глава государства поздравил защитников Родины с Днем Победы и выразил глубокую благодарность за их подвиг. Командир батальона «Горец», герой Абхазии Венора Ашба, а также другие участники встречи поблагодарили президента за внимание к ветеранам. В завершении встречи участникам были вручены медали Министерства обороны Республики Абхазия. Олег Барциц отбыл с рабочим визитом в Москву. Министр иностранных дел проведет встречи с представителями органов государственной власти России, сообщает пресс-служба МИД. Вопросы экономического блока страны обсудили в Народном собрании на расширенном заседании Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В работе приняли участие депутаты, министр экономики Теймураз Микваби, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, представители экономического факультета АГУ Александр Страничкин, Амра Цушба. Может ли государство регулировать минимальные цены? Именно с такого вопроса началось рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Речь идет об установлении минимальной цены на туристические путевки. С предложением внести туроператорскую деятельность в закон о государственном регулировании цен выступил депутат Инар Гицба. Предлагается в понятийный аппарат включить такое понятие, как цикличный демпинг. Оно подразумевает особое внимание, к вопросу возможного искусственного занижения, недобросовестного занижения цен на туристический продукт, но он цикличный, И тут орган уполномочен, он будет регулировать, в какой период, в какой мере будет это государственное регулирование. Второй вопрос – это минимальный порог на туристический продукт. И третий основной момент – это установление для жесткого блока тоже порога в 70%. Условно, если ателье располагает номерным фондом свыше 60 номеров, то он может сдать туроператору не более 70% этого номерного фонда. Каким образом установить минимальную цену, которая работала бы в отношении всех вариантов? Ведь здесь речь не идет о том, сколько должно стоить средство размещения одна ночь. Здесь речь идет о продукте, который может включать в себя еще и экскурсии. Но вот мы, допустим, поставим минимальную цену 20 тысяч рублей на одного человека. В итоге никто не приедет. В итоге было принято решение провести заседание с привлечением экспертов из этой области для еще более глубокого анализа. Мы, как уже говорили, что основной задачей Министерства экономики является создание условий для стимулирования сегодня национальной экономики и создание, а в нее входит это создание конкурентной среды. Мы все понимаем, что единственным правильным ценообразованием это чем больше конкурентная среда, это правило мировой экономики. Чем больше конкурентная среда, тем реальная стоимость или минимальная маржа или минимальная доходная часть того или иного вида деятельности. Говорить о минимально допустимом уровне цены в каком-то общем порядке для всех объектов размещения, на мой взгляд, не приходится, потому что, опять же, нужно учитывать категорию гостиницы и входящие в состав дополнительные услуги. Это может быть трехразовое питание, это может быть только завтрак у некоторых объектов, может вообще гостиница без питания объект быть. Трансфер предоставляется или нет. То есть все это формирует цену турпродукта. Поэтому, на мой взгляд, минимально допустимый уровень цены здесь будет определить очень сложно. Проект закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Абхазии также обсудили на рабочем заседании. Он предусматривает внесение субъектов малого и среднего бизнеса в единый реестр. Депутаты рассмотрели возможность закрепления реестра за Министерством по налогам и сборам, юстиции или экономики. В ходе
дискуссии были высказаны предложения и замечания, направленные на доработку данного проекта закона. Нам нет необходимости вести этот реестр, потому что если мы определяем, что для участия в программе выручка за предыдущий календарный год не должна превысить, например, 40 миллионов рублей, я прошу его вместе с заявкой принести мне копию отчетности по итогам, например, 2024 года и принимаю заявку там, в марте 2025 года. Я по этой отчетности точно знаю, он попадает туда или нет. А этот реестр чуть ли не каждый месяц, исходя из того, что у ИПшек может это меняться, этот реестр будет постоянно меняться. После того, как мы выбрали, допустим, мы говорим о среднем предпринимательской доли. Когда мы взяли среднее предпринимательство, посмотрели реестр, который вы ведете, потому что вы пишете программу, смотрите, сколько человек у нас сегодня занимается из этих малого среднего предпринимательства сельским хозяйством. Из 100 – 10. Вы понимаете, 10 человек из малого среднего предпринимательства занимаетесь. Отправляйте дальше в налоговую, в районе всякой разной администрации и спрашивайте, чем они страдают. Чем им плохо и чем им помочь. И вот это и есть самое ключевое стимулирование экономики Абхазии. Вот это даст результат. Депутаты также обсудили вопрос внесения изменений в закон о государственном регулировании цен. По словам Резу Зантария, закон должен регулировать ценообразование там, где нет конкурентной среды. Как регулируются цены, осуществляется ли контроль и какая работа ведется в этом направлении? Все эти вопросы интересовали депутатов. Контроль осуществляется в том числе и органами МВД, конкретно подразделением по борьбе с экономическими преступлениями. То есть в случае выявления нарушений составляются протоколы, привлекаются нарушители к ответственности. И в случаях, когда выявляется существенное нарушение порядка, применения государственного регулирования цен, Министерством экономики предпринимаются меры по анализу, каким образом было допущено, что это произошло, как можно изменить порядок госрегулирования цен для того, чтобы сузить вот это горлышко, где можно будет пройти в сторону и позволить себе нарушить действующий порядок, и каким образом потом это контролировать, чтобы не пришлось именно каждый магазин, где продается товар по регулируемой цене, чтобы не объезжать каждый из них, а более оперативно собирать информацию. Такая деятельность у нас на регулярной основе ведется. Члены парламентского комитета также в рабочем порядке рассмотрели проекты законов о закупах и о туристической деятельности. Нала Чхиндерия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Этой зимой серьезных проблем с энергообеспечением не будет, сказал в интервью абхазскому телевидению министр энергетики Батал Мушба. По поручению президента республика продолжает закупать электроэнергию в Российской Федерации в ночное время суток и в выходные дни по более низкой цене. Данная мера позволит сэкономить запас воды в Джварском водохранилище, что поможет избежать энергодефицита. Электроэнергия закупается за счет средств Черноморэнерго. Кроме того, достигнуты хорошие показатели по сокращению потребления электроэнергии. За 9 месяцев текущего года потребление электроэнергии в Республике Абхазия сократилось по отношению к 9 месяцам 2024 года на 65 миллионов киловатт-часов. Что означает сама по себе эта цифра? Эта цифра означает, что если такая динамика продолжится в последующие месяцы, то энергодефицит в стране будет значительно меньше. И вот на вот эти вот верные отключения, к которым иногда технически приходится прибегать, естественно, и он будет значительно меньше, или же его вообще не будет. Как вы знаете, президентом поставлена задача с августа месяца начать коммерческий переток электрической энергии с Российской Федерации для того, чтобы более рационально использовать водный запас на Ингургэс. На 1 октября текущего года нам удалось по отношению к прошлому году этот уровень держать выше на 47 метров, что достаточно серьезная отметка. Закуплена электроэнергии собственными средствами Черноморэнерго на сумму свыше 171 миллион за 3 месяца. Это порядка 62 миллионов киловатт-часов. Если бы нам дополнительно пришлось бы тот дефицит, который мы не сократили бы, еще закупать на эту сумму, то это было бы еще порядка 200 миллионов рублей
по тому тарифу коммерческому, по которому мы приобретаем его сегодня в Российской Федерации. Сейчас коммерческий переток продолжается? Он продолжается в ночные часы и в выходные дни круглосуточно. Можно будет озвучить за август, сентябрь, например, за коммерческий переток, сколько заплатило наше руководство, правительство? 171 миллион рублей 171 уже за 3 месяца. Рубль. Но я бы хотел отметить, Ирина, что важное уточнение, что это не бюджетные средства, это средства Черноморэнерго. Собранные за реализованную абонентом электроэнергию. Бюджетных средств на текущий момент на эти цели не было направлено. Это также в рамках поручения президента. 10 специалистов Черноморэнерго проходят курсы повышения квалификации на Волжской ГЭС. Занятия организованы с 25 по 31 октября в рамках договоренности между Министерством энергетики Абхазии и России, сообщает пресс-служба Минэнерго. Обучение проводится на базе Русгидро по программе «Оперативное управление и эксплуатация основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции». Умар Хагба назначен прокурором Гагрского района. Приказ подписал генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба. АГУ и Ассоциация студенческих спортивных клубов России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации студенческого спорта. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума студенческих спортивных клубов. Документ подписан руководством Абхазского государственного университета и исполнительным директором ассоциации Сергеем Крюковым. В Абхазском государственном университете состоялась встреча студентов с участниками конкурса «Гостеприимная Абхазия», направленная на привлечение молодежи к развитию туристической отрасли региона. В ходе мероприятия были презентованы конкурсные проекты, подробно освещены условия участия и возможности для начинающих предпринимателей в сфере туризма. Приглашенным экспертом на встрече выступила замдиректора Кавказского государственного природно-биосферного заповедника Ольга Пегова. Гостеприимная Абхазия – это шанс заявить о себе. В проект уже подано свыше 500 заявок, что говорит о том, что в нашей стране есть молодежь, на которую можно положиться, и которая может думать и мыслить креативно в ногу со временем. Чтобы привлечь внимание молодежи, команда Абхазии презентует этот проект среди подрастающего поколения в самом сердце госуниверситета. Туризм является локомотивом экономики Республики Абхазия, поэтому подобные инициативы и конкурсы, несмотря на то, что они, скажем так, находятся впервые в Абхазии, в таком формате они выступают впервые, но именно с этой точки у нас и начинается новое, более глобальное построение турсферы, которое бы соответствовало всем современным стандартам. Конкурс в первую очередь направлен на получение фундаментальных знаний для участников, то есть какие сегодня реальные перспективы у туризма, как ими заниматься, какие это дает возможности и как правильно развивать туризм в Абхазии, в том числе и гостеприимство. Конкурс направлен на поддержку туристической отрасли, на реализацию перспективных идей в индустрии туризма Абхазии. В проекте могут участвовать все желающие, независимо от сферы деятельности. Предусмотрено 21 направление, 6 из которых являются новыми для нашей страны. От горного туризма до детского отдыха. Одним словом, тем много. Каждый может реализовать задуманный проект. То, что касается конкурса «Гостеприимная Абхазия», здесь он отличается тем фактором, что это не просто образовательная система и не какой-то образовательный трек. Да, это присутствует, но при этом здесь уникальность заключается в том, что также будет и проходить реализация проектных идей. То есть, если у человека есть какая-то интересная, привлекательная идея, которая реально может приносить пользу, то в этом случае мы оказываем всю возможную поддержку и реализацию этих проектных инициатив. Приглашенным экспертом выступила заместитель директора Кавказского государственного природно-биосферного заповедника Ольга Пегова. В рамках мероприятия особое внимание было уделено экологическому туризму и сохранению природного наследия Абхазии. Ольга Пегова подчеркнула важность ответственного отношения к окружающей среде и продвижения устойчивых практик в туристической индустрии. У вас такая страна, в которой природа – это не просто какой-то важный элемент, да, но я бы сказала, что это главный элемент
Абхазии. Я сама очень люблю сюда приезжать и вижу ту разницу. Даже вот вы переезжаете границу из Сочи, вы понимаете, что в Абхазии природы больше, она живее, как бы здоровее, и выглядит это все прекрасно. Но так происходит далеко не везде. И там, где человеческая деятельность осуществляется, то природа все равно деградирует. И вроде бы это не связано напрямую с экономикой, с туризмом, но международные доклады нам говорят о том, что мы теряем природные ресурсы, и мы теряем связь человечества с природой, хотя мы от нее очень сильно зависим. И все наше благополучие, и здоровье, и пищевые продукты, и в общем, рекреационные услуги, наш отдых, все это дает нам природа. Студенты проявили большой интерес к конкурсу, получили новые знания о критериях оценки проектов и возможностях получения финансовой поддержки. Организаторы выразили надежду, что конкурс станет эффективным инструментом для привлечения молодых кадров в туристическую отрасль и стимулирования экономического развития страны. Кунда Шоуа, Раму Камки, Абхазское телевидение. Народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба стала финалистом международной премии «Евразия» в номинации «Мосты дружбы». Она удостоена премии за международный музыкальный конкурс «Лабораторию Алисы Гицба». Международная премия «Евразия» охватывает 10 номинаций. Язык мира, культурный код, лидер Евразии, по зову сердца, память поколений, дело сердца, голос Евразии, мосты дружбы, яркий старт и общественное признание. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей. Номинация «Мосты дружбы», так как проект у нас российско-абхазский, он проходит в Москве, частично и в Сухуми, а вообще родился он в Сухуми, поэтому я полноправно представляю его как абхазский проект, потому что родился он в октябре 2022 года в городе Сухум. Это очень сложный музыкальный проект, который называется «Международный музыкальный конкурс «Лаборатория». И вот он уже в 4-й раз в октябре месяце прошел уже. Но особенность этого проекта в том, что мы не ограничиваемся только конкурсом. С января по июнь месяц у нас состоятся концерты и мастер-классы. Концерты лауреатов и дипломантов нашего конкурса, и мастер-классы мои, и приглашенных экспертов. На самом деле этот проект имеет два сегмента – музыкальный и образовательный. Вот так как мастер-классов очень много и очень много приглашенных экспертов. И мы сами обучаемся на этих мастер-классах и обучаем своих участников. Как и любая премия международная, она, конечно, очень помогает нам поверить в себя, дает нам руку помощи каким-то образом. Получается, что это действительно культурный мост между Россией и Абхазией. Благодаря таким премиям мы лишний раз получаем возможность реализовывать свои проекты и развиваться. Безусловно, это интерес представителей разных стран, потому что это такая площадка, которая позволяет самореализовываться. И с каждым годом аналогичные проекты этой организации становятся только крепче, профессиональнее. Со своей стороны хотел бы пожелать АНО Евразии новых творческих изысканий, побед и свершений в таком благом деле. Президент Республики Абхазия открыт к диалогу, и с его стороны мы всячески чувствуем ту степень поддержки, которая вообще возможна от руководства республики и от него лично. Бадра Зурабович Гунба – тот человек, который нацелен на созидание, на претворение новых прогрессивных идей на благо своей страны. Мы в России считаем, что Евразия – это наш дом. И мы храним ее как зеницу ока. В Евразии живет очень много стран, много народов, и мы все имеем нашу общую историю. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга. И мы очень хорошо знаем, какие общие ценности у нас есть. И мы очень хорошо знаем, что благодаря этим общим ценностям мы вместе пойдем вперед. И мы прекрасно знаем, как плохо, когда кто-то извне посягает на наши общие ценности. Второе место в номинации «Мосты дружбы» награждается Алиса Гицба, Абхазия. Поздравляем
Сухуми презентовали проект Росатома «Территория успеха Пегас». Проект ежегодно привлекает участников в возрасте от 11 до 17 лет из атомных городов России и городов-побратимов из Белоруссии, Венгрии и Абхазии. Дети представляют на конкурс свои рассказы, стихи и рисунки, а победители становятся участниками образовательного интенсива по 3 направлениям – театральному, литературному и художественному. Делегация со своей насыщенной программой уже провела презентацию в Пицунде. Фестиваль проходит с 28 октября по 1 ноября. А Элита Рутюнян расскажет подробнее. Зрители увлеченно наблюдают, ведь на сцене Государственной филармонии проходит фестиваль международного проекта «Территория успеха Пегас», посвященному 80-летию атомной отрасли России. В этом году на мои стихи была написана песня, которую мы записали в Москве и с которой я выступил в Московском театре. Также, помимо «Территории успеха Пегас», я участвовал и в мультиклипации в 2024 и в 2025 году, где мы создавали мультфильмы в городе Сочи и в прошлом году в городе Москва. В международном проекте участвуют Россия, Венгрия, Болгария, Беларусь, Турция и Абхазия. «Территория успеха Пегас» – это социальная инициатива, направленная на развитие литературных и художественных талантов детей и подростков. Учрежденный в 2019 году фондом АТР-АЭС как конкурс «Атомный Пегасик», проект с 2023 года стал частью программы «Территория культуры Росатома». Социальный проект направлен на развитие литературных и художественных талантов, актерского мастерства детей, профориентацию, возрождение культурных и нравственных ценностей, а также формирование чувства патриотизма. На самом деле проект, который сегодня будет реализован здесь в филармонии, международный проект, который с успехом проходит в разных регионах Российской Федерации, далеко за пределами России. И сегодня этот проект, насколько я понимаю, впервые здесь в Абхазии. И сегодня мы будем иметь удовольствие лицезреть на сцене деятельность ребят, которые будут показывать свое творчество. И сегодня в гостях также будут 2 известных писателя, российского писателя и абхазского писателя. Проект ежегодно привлекает участников в возрасте от 11 до 17 лет из атомных городов России и городов-побратимов из Беларуси, Венгрии и Абхазии. Здесь под руководством выдающихся наставников участники осваивают новые техники живописи, театральное мастерство и литературное творчество. Итогом становятся постановки на сценах ведущих театров России, публикации произведений юных дарований, продвижение новых имен. Мы приехали к вам с международным фестивалем детских проектов, которые в России получили статус официальных партнеров национальных проектов России. Это большое доверие нам и в то же время большие возможности. Накануне проект «Территория успеха Пегас» был презентован в Пицунде в рамках семинара учебы профсоюзного актива работников концерна «Росэнергоатом». Участникам мероприятия рассказали о биографии основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия и его вкладе в развитие абхазского языка. Стоит отметить, что при поддержке концерна «Росэнергоатом» на территории пансионата «Литфонд» был установлен бюст патриарха абхазской литературы. В рамках фестиваля в Абхазской филармонии прошел показ мультфильмов, созданных победителями международного детского проекта «Территория успеха. Мультиклипация», а также творческая встреча с художником-аниматором Сергеем Антоновым. Завершилось мероприятие показом международного проекта «Территория успеха. Мода», подготовленного с участием детей из атомных городов, победителей проекта. Аэлита Арутюнян, Абхазское телевидение. ГАИ МВД Абхазии напоминает водителям о необходимости получения российских водительских удостоверений для перемещения по территории Российской Федерации. Подать документы и получить российские удостоверения можно со вторника по субботу с 9 до 18 часов. Уважаемые граждане Абхазии, водители, имеющие российское гражданство или вид на жительство в Российской Федерации, напоминаем вам о необходимости получения российских водительских прав для управления транспортными средствами на территории России. До 1 апреля 2026 года действует упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений для граждан Абхазии. Вам не требуется повторно сдавать экзамены. Новое удостоверение выдается на основании ваших абхазских водительских прав. Эта возможность стала реальностью благодаря договоренностям между президентами Бадырой Гумба и Владимиром Путиным. Мы призываем вас
воспользоваться этой льготной возможностью и своевременно оформить российские водительские права. Подать документы на оформление и получить российские водительские удостоверения можно в Управлении госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия в городе Сухум по адресу улица Героев-Пограничников, строение 3. Прием документов осуществляется ежедневно со вторника по субботу с 9 до 18:00. На сегодняшний день более 13 тысяч граждан Абхазии, имеющих российское гражданство, уже получили российское водительское удостоверение. Сейчас 776 готовых документов ожидают своих владельцев. Поторопитесь получить свой новый документ. Важно, после 1 апреля 2026 года управление автомобилем на территории России без российских водительских прав будет невозможно. В этом случае для получения документа потребуется пройти полную процедуру сбора справок и сдачи экзаменов в Российской Федерации. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 30 и 31 октября состоится премьерный показ спектакля «Чайка» по знаменитой пьесе Антона Чехова. Пьеса была переведена на абхазский язык и принята в работу в 2021 году. Однако по объективным причинам ее пришлось отложить. В августе этого года к «Чайке» вернулись вновь с уже обновленным актерским составом. Автор перевода, режиссер-постановщик Мадина Аргун, художник по костюмам, член Союза художников России Диана Дупуа, светоператор Влад Григорян, звукорежиссер Алан Чамлар. Юных абхазских гимнасток, призеров турнира в Дубае торжественно встретили в Сухуме. По приезду домой их ждал сюрприз. Родители, тренеры и воспитанницы художественной гимнастики организовали им настоящий праздник. Напомним, что в первый день соревнований Нара Цимцба и Дана Карапетян завоевали золото. Серебро, Злата Захарченко и Денис Хутова. Во второй день соревнований золотые медали получили Александра Адлиба, Александра Богателя и Алима Хутова. В третий день Алина Буциева, Николь Губаз и Мария Пиля. Турнир проходил 24 и 26 октября. В нем приняли участие около 700 гимнасток из 12 стран. Двор на улице 30 сентября объявлен лучшим сухумским двориком 2025 года. Комиссия во главе с заместителем главы администрации Сухума Автандилом Сурманидзе оценивала санитарное состояние, благоустройство, озеленение, красочность и оригинальность оформления дворов. На конкурс было подано 15 заявок. Победителя конкурса «Двор дома номер 8 по улице 30 сентября» включает в план благоустройства на 2026 год. Были также отмечены дворы, где жители активно участвовали в благоустройстве. Улица Агарба, дом номер 8, улица Семирджиева, 142, улица Аршба, 25. Спустя 14 лет возобновляется паромное сообщение Сочи-Трабзон. Первый рейс состоится 5 ноября. Стоимость билетов начинается от 6500 рублей за кресло и от 9500 рублей за каюту. Их можно приобрести на морских вокзалах в Сочи и Трабзоне, а также онлайн. Время в пути до 12 часов. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.